Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. Сегодня в выпуске. Чернеют ли понедельники перед рассветом? Юань отправился в свободное плавание, биржи обвалились. Что дальше? Препарируем черный понедельник и его последствия с известным экономистом. Сюжеты для кино, криминальная драма и фантастика в исполнении российского правосудия. Режиссера Олега Сенцова осудили на 20 лет колонии строгого режима. Главного фигуранта по делу оборонсервиса Евгению Васильеву условно-досрочно освободили в тот же день. Обсуждаем качество зрения российской Фемиды с депутатом в изгнании, заочно арестованным в России. Все это в ближайшие полчаса в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Специальный гость нашей студии – экономист, бывший заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко. Идеальным штормом назвали некоторые то, что происходило на финансовых рынках в течение этой недели. Все началось с Китая, где правительство решило отпустить национальную валюту юань в свободное плавание. Произошедшее окрестили великим китайским падением. Впрочем, Китаем падение не ограничилось. Мировые индексы отреагировали стремительно и ринулись вниз. День 24 августа в связи с этим получил название «Черного понедельника». К середине недели, впрочем, ключевые индексы в США и Европе значительно повысились. О том, чем закончилась турбулентная неделя на фондовой бирже в Нью-Йорке, накануне этого эфира я спросила нашего корреспондента в финансовой столице США Владимира Ленского. Итак, Владимир, под конец недели настроения какие царили на бирже? Юлия, под конец недели настроения несколько улучшились и поднялись даже индексы и Dow Jones, и S&P 500. Впрочем, по концу финансового года, скорее всего, оба индекса окажутся в минусе. Минувшая неделя не прошла незамеченной. То, что происходило здесь в понедельник, такого, я должен вам сказать, за то время, что я работал на бирже, я никогда не видел, чтобы вдруг индекс за несколько минут с начала торгов упал на 1000 пунктов. Таких лиц, какие были у брокеров биржи в этот момент, я тоже не видел никогда. За неделю с американского рынка ушло более 29 миллиардов долларов. Лишь часть из них удалось вернуть к концу этой торговой недели. Юлия? Владимир, а что эти американские горки на бирже означают для рядовых граждан США? Юлия, это означает очень много. Более 50% американцев имеют деньги на финансовых биржах в Соединенных Штатах. В большей части это деньги, которые американцы откладывают в свои пенсионные фонды. И многие из них очень много потеряли. Мой персональный пенсионный фонд подешевел на 20%. Впрочем, я на пенсию не собираюсь уходить очень скоро, поэтому я надеюсь, что мои сбережения еще я смогу вернуть. А вот с тем, кто уходит на пенсию в скором времени, будет, наверное, тяжело. Это еще раз доказывает, что в Соединенных Штатах, как в развитой демократической стране, средний класс играет огромную роль во всех областях жизни, в том числе и в сфере финансов. Юлия? Спасибо, Владимир. Это наш корреспондент Владимир Ленский, который был в эфире программы «Настоящее время. Итоги». И сейчас самое время совершить глубинное погружение в анализ произошедшего финансового шторма. Известный экономист, бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко пришел к нам сегодня для того, чтобы развеять сомнения или, может быть, наоборот, для того, чтобы их посеять. Сергей, добро пожаловать. Добрый день. Давайте начнем с истоков, с Китая. То, что произошло там, является реальным отражением экономической ситуации или каким-то маневром Центрального банка Китая? Юля, есть два сюжета. Первое, Китай давно движется в сторону свободно конвертируемой валюты, и Нацбанк Китая решил в конце концов потихонечку отпускать курс. Все его толкали к этому, и американские власти, и Международный валютный фонд. Да. Китай говорит, ну хотели, получайте. Да, это первое. Второе, мне кажется, то, что на финансовом рынке никак не отражает того, что происходит в китайской экономике. Я часто говорю, нам бы их проблемы. Китайская экономика растет не 10% в год, а 7%. Вот там Америки и России хотя бы половину этого роста, 3,5%. Наши страны были бы счастливы, правда? Вот. Просто год назад Китай разрешил частным инвесторам по американской квалификации, неквалифицированным, вкладывать деньги в акции. Вот это то же самое, что Россия видела народное IPO. Люди не понимают, что делать с деньгами, пытаются заработать на этом, раздувается пузырь, который лопается. Вот физически сбережения граждан исчезли.
Но, в принципе, на экономику это никак не повлияло. Ну а вообще можно сравнить ту ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, с тем, что предшествовало этому страшному кризису 2008 года? Да нет, конечно, ничего похожего, потому что кризис 2008 года – это коллапс американской финансовой системы в первую очередь. Да, сейчас, ну, собственно, вот то, что случилось на бирже, мне кажется, это такое достаточно рядовое событие, если посмотреть там историю, ну, редкий год, когда обходится без падения фондового рынка в Америке на 5%. Даже падение там на 10%, ну, в общем, достаточно часто встречаются. Поэтому после этого рынок достаточно быстро восстанавливается, как было и в этот раз. Поэтому мне кажется, что вот американская финансовая система, ну, конечно, я не знаю, мне кажется, просто это совпадение, что с китайской совпала ситуация, просто какой-то такой триггер запустили. Но, в принципе, на экономику США, мне кажется, китайский фондовый рынок точно не влияет. Ну вот здесь я хотела бы привести данные о том, как журналу Foreign Policy увиделся этот кризис. На этой неделе он опубликовал, этот журнал, интерактивную карту с разбивкой на страны больше и меньше пострадавшие от черного понедельника. И вот очевидно, что экономики России и ее соседей по постсоветскому пространству очень по-разному, опять же по версии Foreign Policy, отреагировали на произошедшее. И вот здесь мне хотелось бы сосредоточиться на детальном анализе, начав с России. Кризис, говорят о кризисе в России постоянно, и очевидно, что он начался задолго до того, как произошел этот черный понедельник или Великий китайский обвал, как его называют. А именно это произошедшее как-то усугубило ситуацию в России? Ну, наверное, да. Мы же точно не понимаем механизмов работы рынка. Скорее всего, ситуация в Китае, замедление роста в Китае, плюс обвал на китайском фондовом рынке спровоцировали панические настроения на рынке нефти. Соответственно, нефть начала быстро дешеветь, и на это отреагировал российский рубль. Собственно говоря, рубль полетел вниз, и ну, вот это случился такой мини-финансовый кризис, хотя на самом деле, если сравнивать там, с тем же самым ноябрем-декабрем прошлого года, он прошел достаточно спокойно. Да, вот не было ни криков, ни «я разорен», и население как вело себя достаточно спокойно, и в магазины не бежало, потому что уже деньги закончились. Вот. Нефть, там в Китае все чуть успокоилось, нефть подросла, и там рубль вроде как, ну, уже там он не 55, он уже 65. Ну, в общем, тоже ничего, жить можно. Поэтому вот есть там общее падение экономики, которое продолжается, а есть финансовый, я даже не назвал бы его шторм, да, ну, какие-то, не знаю, там 5-6 баллов волны пришли, прокатились и закончились. Но вот при этом очевидно, что снижение нефтяных цен ослабило рубль где-то на 35%. Совпадает примерно падение цен на нефть и там, падение рубля, но это говорит только о том, что у рубля нет никакой другой поддержки. Что вот вся сила рубля, она держится на цене на нефть. Вот там сила американского доллара держится на мощи американской экономики. Потому что в американской экономике нет какой-то единичной позиции, что вот там 25% экспорта, это, не знаю, какая-то одна товарная группа. Ну, нет такого. А в России от нефти зависит все. Уже, то есть вот вообще все равно, что делает Центральный банк, все равно, что делает правительство, все равно, что происходит с промышленностью, с ВВП. Нефть упала, рубль упал. Нефть выросла, рубль вырос. А рассинхронизировать это можно? Есть вообще такие планы, идеи? Ну, наверное, совсем рассинхронизировать нельзя, потому что если посмотреть на валюты стран-экспортеров нефти, ну, там Канада, Норвегия, они тоже упали. Просто они упали там на 5-10%. А чем вы это объясняете, что не так сильно? Потому что там есть что-то еще, на что опирается национальная валюта, там норвежская крона или канадский доллар. Просто экономика, при всем, там у Норвегии там нефть, нефтепродукты, газ, они в экспорте занимают такую же долю, как у России, 2/3. Да, то есть зависимость такая же большая, но просто в норвежской экономике там все остальные сектора сильно развиты, включая машиностроение, да, включая там рыбную промышленность и так далее. И вот экономика, оказывается, что она более устойчивая, она поддерживает национальную валюту. Рассинхронизировать, но это зависит от той экономической политики, которую правительство проводит. В долгосрочном, за один день нельзя. Ну, а вы сказали еще в одном из своих комментариев, интересно мне это было прочитать, на то, что несмотря на все эти трудные времена, у российского правительства деньги все равно есть. И эти деньги каким-то образом на стабилизацию экономической ситуации можно потратить? Ну, на стабилизацию, вот именно вы хорошо поставили вопрос. Попытаться стабилизировать ситуацию за счет этих денег можно. Потому что у России есть огромный резервный фонд, накопленный за, там, скажем так, первую половину 2000-х годов, там, до кризиса 2008 года. И правительство тратит его очень экономно. Мне кажется, что вообще сейчас вот там главная цель бюджетной политики, фискальной, это как можно меньше тратить резервов. То есть можно сокращать любые расходы, самое главное, чтобы всегда были резервы. Вот, поэтому правительство приняло решение их тратить медленно.
Ну а раз их тратят медленно, значит стабилизировать ситуацию за счет резервного фонда не удастся. Но есть разговоры, были разговоры когда-то, что на 2 года российскому правительству хватит еще денег. Это так, вот резервный фонд? Ну, вы знаете, можно нарисовать любой сценарий, это зависит от того, какие бюджетные расходы планирует правительство. Вот если правительство будет бюджет осуществлять так же, как в этом году, или вот первые прикидки, проектировки бюджета на следующий год, я думаю, что резервного фонда хватит года на 4, на 5, да, вот если цена на нефть не изменится. Ну вот, если мы еще раз обратимся к карте, ближайшие соседи России румянцем этого черного понедельника, если так можно сказать, по версии Foreign Policy не покрылись. Тем не менее, мы знаем, что Казахстан, так же как Китай отпустил свою валюту, белорусский рубль продолжает падать. Вот эти вот последствия таких колебаний, турбулентности еще говорят, они каким образом отразятся на ближайших, или отразились, на ближайших соседях России, какой вообще можно прогноз дать? Ну, Юль, вы знаете, мне кажется, что вот то, что мы видели в Казахстане, решение о девальвации тенге и перехода к плавающему курсу, это, в общем, опять, мне кажется, некоторое совпадение во времени с тем, что произошло на китайском фондовом рынке. То есть не завязано? Это завязано на экономические взаимоотношения с Россией. Потому что Казахстан сильно зависит от России. Россия занимает более трети в казахском импорте. Российские товары и казахские товары, они сильно взаимозаменяемы, то есть, в принципе, там качество и там, ассортимент потребления у населения примерно одинаковый, что в Казахстане, что в России. И, в принципе, за счет того, что российский рубль девальвировался вот в конце прошлого, начале этого года, российские товары стали сильно конкурентоспособными на казахском рынке. А еще до этого, в 2014 году, там, казахский экспорт в Россию упал там, на 20%. То есть, на самом деле, казахская валюта, она очень сильно реагирует на то, что происходит с российским рублем. Не с китайским юанем, а именно на Россию. Потому что российские товары вытесняют казахские с рынка, и там казахская промышленность начинает либо замедлять темпы роста, либо даже падать. И вот то, что сделали в Казахстане, это просто реакция на ослабление российского рубля. Они постарались каким-то образом повысить конкурентоспособность своей продукции по отношению к России. Вот. Ну, так получилось, что это совпало со временем вот, с падением и цен на нефть, и китайского рынка. А справедливо будет сказать, что так или иначе все соседи России, да, и партнеры, они все равно будут следовать этим курсам и, как Казахстан, будут завязаны на то, что происходит в России, даже при желании как-то от этого отдалиться? Нет, конечно будут. И Беларусь, и Казахстан, и Армения, и Киргизия, вот все те страны, которые входят в экономический союз, где единое экономическое пространство, где свобода движения товаров, где нет таможенных границ, где национальный режим предпринимательства. Но это вот фактически единое экономическое пространство, территория, да, где там, не знаю, российские товары могут вытеснять, там, если они будут супер дешевыми, и казахские, и киргизские, и армянские, и белорусские. Собственно говоря, ведь на самом деле вот, в Беларуси то же самое, режим, там, как в Казахстане, долгое время проводился режим такого управляемого курса и разовая девальвация. Но, собственно, сначала Беларусь поняла, что так невозможно жить, потому что Россия отпустила свой рубль, и никакой стабильности рубля нет. И там, для Беларуси Россия очень важный рынок сбыта продовольственных товаров, продукции машиностроения. Рубль подешевел, белорусские товары не конкурентоспособны, экспорт в Россию снижается. Поэтому, конечно, они реагируют как на экономическую политику наиболее сильного партнера в экономическом союзе. Сергей, ну вот последний вопрос, коротко, если можно. Говорят, что в такие турбулентные времена простым людям паниковать не стоит. То есть не стоит бежать менять валюту, не стоит скупать там спички, сахар и так далее. Ваши рекомендации короткие. Юль, вы знаете, вот совсем простым людям в России им просто нечего бежать и менять. В России там каждая третья семья имеет сбережения, а 2/3 семьи, они просто даже сбережений не имеют. Это означает, что вот они доллара, может быть, даже в жизни в глаза не видели. Поэтому вот если мы говорим о простых людях, то, конечно, они просто живут, как живут. И по ним этот кризис бьет тем, что растут цены. И их уровень жизни падает. И вместо сыра в магазинах они имеют сырный продукт. И из чего он состоит, никто не знает. Поэтому вот чего точно не надо делать, это не надо пытаться думать, что ты самый умный, что ты сейчас всех обыграешь, если ты пойдешь и поменяешь там рубли на евро, на доллары, на тенге, на юани. Не получится. Спасибо вам большое. Мы сейчас обсудили экономику, а дальше порассуждаем о правосудии. 20 лет колонии строгого режима дали в России режиссеру Олегу Сенцову. Удивительное совпадение и качество общественной дискуссии в этом деле. Не пропустите. У каждого человека с рождения внутри его есть цветок. Это его душа, чистая и светлая. Но жизнь постоянно забрасывает его грязью,
стараясь уничтожить его, превратить в сорняк, а человека сделать дерьмом. Чтобы не стать таким, я начал защищать себя броней. С каждым годом эта броня становилась все толще и толще. И в один прекрасный момент я понял, что не ощущаю ничего. Это фрагмент трейлера фильма «Носорог» режиссера Олега Сенцова, начинающего кинематографиста, приговоренного в минувший вторник в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в Крыму. Сенцова также признали виновным в создании террористического сообщества и руководстве им, 2 террористических актах и приготовлении еще одного теракта, покушении на приобретение взрывных устройств, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также боеприпасов организованной группой. По версии следствия, он подготовил ночной поджог крымского офиса партии регионов и намеревался подорвать памятник Ленину. Второй фигурант этого дела, Александр Кольченко, признан российским судом виновным, я цитирую, в участии в террористическом сообществе, соучастии в террористическом акте. Ему дали 10 лет колонии строгого режима. В ходе процесса Олег Сенцов заявил, что его похитили российские спецслужбы в Крыму после того, как он выразил свое неприятие российской оккупации полуострова. В России по поводу дела Сенцова среди прогрессивной общественности развернулась дискуссия. Наш гость Сергей Алексашенко принял в ней активное участие. Она проходила на страницах разных средств массовой информации. Сергей, ну вот если мы отвлечемся от самой дискуссии и поговорим о том, что происходило, ведь эта неделя действительно, она на приговоры самого разного рода была очень богатой. Вот ваша реакция, вы написали блог до того, как стало известно об этих 20 годах, потом 20 лет. Что вы подумали, почувствовали? Ну, вы знаете, на самом деле, вот мне кажется, нужно смотреть даже еще чуть-чуть шире. Ведь помимо дела Сенцова есть дело Кохвера, где эстонского гражданина, офицера спецслужб, похитили на эстонской территории, перевезли в Россию, осудили на 9 лет. А еще есть дело Надежды Савченко. А еще есть Леонид Волков, которого за участие в предвыборной кампании грозит 6 лет. А еще есть Андрей Пивоваров, которому за участие в предвыборной кампании грозит 9 лет. Да? То есть, а еще есть там Илья Яшин, который арестовывают, там, забирают во время митинга, извините, встречи с избирателями, да, официально зарегистрированного кандидата в Костромской области. Мне кажется, что вот то, что мы видим, это такая наглядная демонстрация, что в России нет не то, что там независимого суда, в России суда нет вообще. В России идет вот такой вот режим строительства политической тирании. Да, и оно идет прямо на наших глазах. Вот там то, что еще год назад, 2 года назад казалось немыслимым, когда вот просто политических оппонентов сажать, ну там на 15 суток считалось, это и то, в общем, достаточно жестко. Да? А сейчас вот там, не знаю, 5 лет, 6 лет, 9 лет, 20 лет. Ну при этом был Ходорковский, опыт с Ходорковским был до этого известен. Юль, был опыт с Ходорковским, ну вот, скажем так, кроме Ходорковского не было ничего похожего. Да? То есть там и Ходорковский, там, при всем политическом характере процесса, там все-таки была борьба вокруг собственности. А борьба вокруг собственности была и с Гусинским, и с Гуцериевым, и с Евтушенковым, и власть не стеснялась применять. Ну, собственно, это то, что мы видим по всей России, да, когда власть там сажает владельца понравившегося ей бизнеса в тюрьму для того, чтобы бизнес отобрать. Там все-таки вот речь идет об имущественных интересах, да, а здесь речь идет просто о людей реально сажают в тюрьму за то, что они занимаются политической деятельностью, разрешенной политической деятельностью. И точно так же, как там не было никакого терроризма в деле Олега Сенцова, потому что ни жизни никаких людей это не угрожало. Да? Там, хулиганство можно квалифицировать, там, то, что поджог партии регионов. Я уже не говорю о том, что там, Олега к этому делу притянуть никак невозможно. Вот. Власть абсолютно не оглядывается. Власть потеряла какие-либо сдержки вообще. Она занимается реальным устрашением общества. Спасибо, Сергей. Я сейчас предлагаю обратиться к еще одному кинофрагменту. Фильм «Жертва» режиссера Аси Кореневой, главная героиня картины, главная фигурантка дела оборонсервиса Евгения Васильева. Ее условно-досрочно освободили из колонии в тот же день, когда Олегу Сенцову был вынесен приговор. Васильеву ранее признали виновной в мошенничестве и приговорили к 5 годам тюрьмы. В Твиттере пошутили, назвав 25 августа Днем российского правосудия. Накануне этого эфира я поговорила с депутатом Российской Госдумы Ильей Пономаревым, который с российским правосудием сам находится сейчас в определенной связи. 26 августа Мосгорсуд признал законность ранее вынесенного решения о его заочном аресте. Я спросила Пономарева о том, что будет дальше.
Как и предполагалось, будет международный розыск. С ним тоже немножко тянется ситуация. Я думал, что уже бы Интерпол должен был получить материалы из Российской Федерации, но не то не получил, не то не прошла эта процедура одобрения руководством Интерпола. Во всяком случае, пока моей фамилии в базе данных розыска нет, но я думаю, что она должна появиться. И я, собственно, на самом деле жду этого достаточно с нетерпением, потому что, хотя после этого будет достаточно неприятно для меня лично, там, при пересечении какой-то очередной границы меня задержат, но зато будет разбирательство этого дела в нормальном суде. И исход этого разбирательства, для меня будет абсолютно очевидный, то есть, что суд признает мою невиновность по этому делу и политический характер моего преследования. Тема российского правосудия, она такая неисчерпаемая. 25 августа шутливо в социальных сетях назвали Днем российского правосудия. Ознаменован этот день тем, что Олегу Сенцову, украинскому кинорежиссеру, вынесли приговор, дали 20 лет строгого режима колонии. И в тот же день Евгению Васильеву освободили по УДО. Вот на ваш взгляд, это совпадение, что это произошло в один день? Тема на самом деле абсолютно исчерпаема. Она сводится к одной простой фразе, что правосудия в нашей стране нет. И на этом можно ставить точку. Я думаю, что Васильева и Сенцов — это совпадение, естественно. Вряд ли кто-то мог так это хитро придумать, да и незачем, потому что это естественным образом Кремлю невыгодно. То, что Васильеву отпустили, это вызывает недовольство даже в среде охранителей, людей, которых абсолютно лояльны этой власти. Даже они говорят, что ж вы творите такое, сукины дети. Но на самом деле это решение было абсолютно запрограммировано. Мне даже в некотором смысле жалко этого молодого судью из Владимирской области, который выносил решение об УДО, потому что с точки зрения закона он другого решения не мог принять. А то, что в принципе эта система таким образом сделана, что врагам закон, а друзьям все остальное, это уже, в общем, не секрет. Илья Пономарев был в нашем эфире. Сергей, оба эти приговора, Сенцову и Васильевой, называют показательными. А на ваш взгляд, они будут иметь какой-то кумулятивный эффект для текущего российского мироустройства? Мне кажется, что вот та серия политических приговоров, которую я назвал, она, конечно, будет иметь влияние. Я повторюсь, это целенаправленная акция запугивания российских политиков, запугивания тех людей, кому не безразлично то, что происходит в стране, которые хотели бы там что-то поменять, которые думали о том, чтобы участвовать в выборах, участвовать в акциях политического протеста. Вот власть им посылает абсолютно четкий сигнал, что попробуйте, но малейшая попытка нарушения закона будет пресекаться самым жестоким образом. Не нарушить закон в России — это все равно, что слону пройти через игольное ушко. А дело Евгения Васильева, оно другое, оно состоит ровно в том, что если ты свой, то даже если ты попал в самую кошмарную ситуацию, мы тебя как-нибудь выручим и минимизируем твои огорчения и твои тяжести. То есть это не только двойные стандарты, но и какой-то такой... это другой месседж, это просто есть свои, а есть чужие. Как правильно сказал Илья, друзьям все, врагам закон. Спасибо большое, Сергей. Сегодня, напоминаю, Сергей Алексашенко был в нашем эфире, он был специальным гостем нашей студии. Мы подводили итоги последней недели лета 2015 года. «Черный понедельник» и «Великий китайский обвал», криминальная драма на экране и в жизни, приговор Олегу Сенцову, освобождение Евгении Васильевой. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.